А почему русским важно присутствовать в Среднем Поволжье, здесь, в Татарстане? Цель двуязычия – это соблюсти здесь баланс между основными народами. Безусловно, это будет способствовать укреплению русского присутствия в Среднем Поволжье. Я вообще по своему мировосприятию, наверное, даже пессимист. Локальные языковые конфликты, конфликты на этнической почве, на фоне вот этой всей глобализации, они никуда не исчезают. Добрый день. Гостем этого эфира стал казанский историк, краевед Марк Шишкин. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте. И перейдем, наверное, сразу к первому вопросу. Вы поддержали преподавание татарского языка в школах республики. У себя в Фейсбуке вы пишете, цитирую: «Как только вырастет первое татароязычное поколение русских Татарстана, этническая история Волго-Уралии перейдет на качественно новый этап». Почему? Объясните такую позицию. Дело в том, что после самой великой геополитической катастрофы 20 века, как Путин сказал, распада Советского Союза, русский народ находится в поиске оптимальной формы своего государственного существования. И этот путь достаточно сложный и извилистый. То есть за годы советской дружбы народов, то есть русские привыкли к тому, что все говорят по-русски, русская культура является основополагающей. При этом зачастую есть такая проблема любого, наверное, большого народа, что нет достаточной национальной солидарности, есть некое понимание, что государство всегда за нас решит эти проблемы. При этом существует у русских, как и у любого другого большого народа, существует ряд своеобразных проблем. Это недостаток этнической солидарности, слишком много, чтобы все друг друга знали, все друг друга поддерживали, и все русские на это постоянно жалуются, сетуют. Существует такое упование на всесильное государство, что если что, то государство за нас все решит. Вот в этом плане потенциальное двуязычие здесь, в Среднем Поволжье, делает русских более весомым фактором, более сильным, которые будут не ждать, когда государство там надавит на Татарстан, чтобы они изменили чтобы Татарстан изменил свою языковую политику. Русские сами будут действовать как местный народ, как местная сила, вступая в диалог с местными народами, с татарами, с башкирами, с чувашами, с мари, с удмуртами, с мордвой. И, безусловно, это будет способствовать укреплению русского присутствия в Среднем Поволжье. Угу. Учитывая то, что мы живем сейчас в современном мире, собственно, многие говорят, практически полмира говорит на английском языке, это считается одним из первых международных. В России большая часть населения говорит исключительно на русском языке. Зачем вот в этой реальности нужен татарский? Вообще, понимаете, глобализация, английский язык, исчезновение локальных особенностей, эта идеология, это все, конечно, понятно, но если мы посмотрим на мировую практику, локальные языковые конфликты, конфликты на этнической почве, на фоне этой всей глобализации, они никуда не исчезают. Я вообще по своему мировосприятию, наверное, даже пессимист. Смотрите, мы сейчас живем в достаточно преуспевающем регионе, где у нас люди разных национальностей, разных религиозных исповеданий поддерживают мирные и добрососедские отношения между собой. Если мы сейчас начинаем делить это общество по языковому признаку, что здесь только татароязычные, здесь только русскоязычные, это разделение, оно рано или поздно приведет к тому, что успехом всего нашего общего региона, общего нашего дома придет конец. То есть, конфликты ведь они не возникают в полном масштабе, в полном объеме, межнациональные конфликты сразу, внезапно. Они потихонечку, капелька за капелькой накапливаются. Цель двуязычия – это соблюсти здесь баланс между основными народами, создать действительно солидарное общество. А почему русским важно присутствовать в Среднем Поволжье, здесь, в Татарстане? Здесь русские люди живут, если не с 16 или даже с 15 века. Первые русские поселения у нас возникли еще, как этнографы предполагают, еще до даже завоевания Казанского ханства Москвой. Русские жили уже в Золотой Орде.
в Волжской Булгарии были определенные русские колонии в городах. То есть здесь находятся святыни православные, место обретения Казанской иконы Божией Матери. То есть если вот так смотреть, эта земля-то, в общем-то, русским не чужая, это своя земля. Уезжать всем в Москву, как многие говорят, мы не хотим здесь жить, мы все равно уедем куда-нибудь. Ну, Москва тоже у нас не резиновая, там сколько у нас уже? Москва, Подмосковье, 20 миллионов. Здесь русский народ тоже является одним из коренных народов. И будет правильно, если он вместе с татарским народом и с другими народами будет участвовать в формировании солидарного общества. Марк, вы неоднократно писали о восстании народов Поволжья, о завоевании Казанского ханства, в том числе у вас есть книга о смутном времени первой половины XVII века. Как вам кажется, отношения Москвы и Казани тогда схожи с нынешними? В чем-то? Схожая черта одна. Московско-казанские отношения 15-16 века и даже немножко дальше были вызваны крахом большой империи Золотая Орда. То есть Казань, булгарский вилаят, изначально был частью Золотой Орды. Московское государство находилось в вассальных отношениях с Золотой Ордой. Вот эта единая империя рухнула, и ее обломки начали между собой конфликтовать. Крым пытался собрать под себя все земли бывшей Золотой Орды. Вот. Ну, в итоге получилось у Москвы. Нынешние отношения федерального центра и Республики Татарстан, они тоже являются последствиями распада империи того самого Советского Союза, когда оптимальный формат, неконфликтный, буквально вырабатывался на ходу. Если мы обратимся к 91 и 92 году, было непонятно, что это за государство будет вообще. То ли это обновленный Советский Союз, где Татарстан приобретает статус союзной республики, как предполагало руководство республики на тот момент, то ли это Содружество независимых государств, где Москва, Российская Федерация, внезапно становится центром нового государственного образования, которое уже пытается диктовать волю регионам. Отношения, в общем, похожи вот этим. Это неопределенность, возникшая после распада империи, и нужно постепенно идти к тому, чтобы не допускать вот таких крайних итогов этой истории, какие были в момент захвата Казани. То есть нужно сделать все, чтобы период вот этого, переходный период пройти в мире, в преуспеянии. Если мы посмотрим на тот же захват Казанского ханства, который действительно вызвал большое сопротивление местных народов, но в составе московского государства Казань осталась крупным центром. То есть московский царь у нас принимает титул казанского царя, вот. И фактически у нас до 18 века Казань остается столицей царства, то есть так и писалось, царство Казанское. Если посмотрим на историю смутного времени, когда государство в Москве просто исчезло, не было ни царя, стоял польский гарнизон в Кремле, жители Казани, русские в том числе, объединившись с татарами, с чувашами, с марийцами, находят баланс, заключают некое подобие общественного договора, формируют казанское государство, вот, отдельное от Москвы, потому что московского государства не было на тот момент. И пытаются выступать как такой единый субъект политики, договариваясь там и с Мининым Пожарским, со вторым ополчением, и с другими силами, действовавшими в тогдашней России. То есть параллели, безусловно, есть, но при нынешнем уровне цивилизации мы должны избежать всевозможных негативных конфликтных ситуаций. Я считаю так. Я вас поняла, Марк. И еще один вопрос. С 2000 по 2007 год вы были одним из создателей, скажем так, да, православного журнала «Собрание». Следите вы сейчас за активностью религиозных общественников? Ну, я сам человек верующий, православный. Естественно, я хожу в храм, я представляю, чем живут православные. Вот. В принципе, да, я имею об этом представление. Тогда что вы думаете о фильме «Учитель и Матильда»? Ожидаемый вопрос. Ну, на самом деле, вот смотрите, в 2017 году мы отмечаем столетний юбилей Российской революции. И общество наше, оно достаточно сегментировано между сторонниками совершенно разных мировоззренческих концепций, политических партий. Найти консенсус вот среди этих разных общественных групп, наверное, невозможно, потому что для людей, которые любят Советский Союз, история 17 года — это становление их государства, их революции,
Для людей, которые привержены старой имперской России, для них это год катастрофы. Вот. Найти здесь общий баланс, наверное, невозможно практически. Но я прекрасно понимаю тех православных верующих, для которых фильм Алексея Учителя стал таким оскорблением. Понятно, что учитель не хотел ничего плохого, он просто снял фильм о молодом увлечении императора, какие-то свои интерпретации внес. Но в год русской революции, когда древняя многовековая монархия рухнула, и это была для нашей страны в определенной степени трагедия, можно было снять, кроме этого фильма, еще какие-то фильмы о старой монархии. Простите, только «Династия Романовых» при всех изменениях 300 лет. У нас получился легкомысленный фильм о молодости императора. Представьте себе, что по поводу других каких-то важных дат мы будем снимать один единственный фильм на какую-то легкую тему, который снимает напрочь весь трагизм ситуации. Простите, император Николай через год у нас вместе со своей семьей, с любимой женой Александрой, с детьми, они будут зверски убиты в подвале в Екатеринбурге. И мы этот год должны отметить чем-то более трагическим, более монументальным, более уважительным к памяти этих людей. Тем более они канонизированы Русской Православной Церковью в лике святых и почитаются верующими. Но мы ведь еще не видели сам фильм, то есть не можем доподлинно говорить, в каком именно свете там все представлено. Это во-первых. А во-вторых, сколько, давайте не пересчитаем, рук, пальцев не хватит пересчитать, сколько фильмов о монументальности царской эпохи. Да маловато. Практически нет. У нас, как так? У нас «Гибель империи» вышла в начале 2000-х годов, сериал про жандармов, которые боролись там с революцией. На той же волне там появились у нас «Статский советник», фильм по Акунину. Да? То есть в нынешнем кинематографе старая Российская империя, она, я не сказал бы, что занимает какую-то важную такую роль. Вот. Просто у нас этот год, когда часть наших граждан отмечает, вспоминает трагедию, другая часть вспоминает революцию. Им фильм о увлечении романа, то есть о увлечении Николая, о его молодом романе, людям, которые привержены Советскому Союзу, он тоже как бы не играет для них какой-то погоды. То есть здесь нужен был более, наверное, серьезный такой подход. А решили деполитизировать ситуацию за счет того, что сняли неполитический фильм. Но получилось совершенно обратное. Так бывает, наверное. Вот. То есть, по вашему мнению, нужно было, не знаю, фонду кино выделить деньги на другой... Кто виноват в этом, в конце концов-то? Не учителя ведь обвинять в том, что он так и видит. Я не сторонник обвинять учителя, он хороший режиссер. Просто мне кажется, что действительно, поскольку, будем уж честны, у нас кинематограф существует за государственный счет. В год, когда действительно очень роковая важная дата отмечается, надо было учитывать потенциально мнение разных общественных групп и снять что-то, чтобы понравилось. Пускай сняли бы что-то интересное про революционеров, не документальное, а художественное, да, которые действовали в то время. Сняли бы что-то для приверженцев старой царской России. Простите, то есть, история Николая II, она достаточно интересная, она трагическая, но это еще история его семейных отношений, которые были безукоризненными. То есть, что бы там кто бы ни говорил, отношения Николая II с женой были безукоризненными. Он был прекрасный отец семейства, прекрасный муж, отличный семьянин. То есть, почему мы об этом не вспомнили? Если посмотрим на Голливуд, где у нас торжествуют семейные ценности под любым соусом, почему об этом не сказать? То есть. Давайте окунемся немного в другую ветвь вашей деятельности, скажем так. Вы не только историк и, можно сказать, религиовед, но в том числе и краевед. У вас есть несколько авторских маршрутов, экскурсионных маршрутов по Казани. Как вам кажется, что вообще, в принципе, Казани интересного, чего не видел глаз стандартного, типичного жителя столицы республики? И жителей, и туриста. Много, на самом деле, интересных тем, связанных с Казанью, есть. Но этим летом активно водил по двум маршрутам, как казанцев, так и гостей нашего города. Мы ходили по миру казанской деревянной архитектуры. Это экскурсия «Три горы», улицы Ульяновых, Волкова, Калинина.
Как правило, у нас туристические маршруты где-то на кольце обрываются, да, и, ну, до озера Кабан доходят. А вот эта часть, где сохранилась лучше всего казанская деревянная архитектура, где много интересных историй людей, которые жили там, то есть, где много интересных, где просто хорошо, где выходишь из шумного города, оказываешься в тени деревьев, где нет огромного количества машин, ну, по будням там, конечно, только паркуются, вот, а вот в выходные дни там тишина, благодать. Ну, вот. Это интересно и казанцам, которые регулярно приходят на эти экскурсии, и москвичам, которые из своей вот этой столицы многомиллионной просто рады оказаться из такой же шумной парадной Казани в таком тихом уголке. Тоже хорошо пошел маршрут по исчезнувшим водоемам Казани. Когда-то на территории нашего города было больше водоемов гораздо, чем сейчас. Вот. Это и Чернозерская система водоемов, Белое озеро, Черное озеро, сохранившееся как название сада, Банное озеро. За каждым из этих водоемов своя история. Вот. Каждый из этих водоемов прошел свою непростую, так скажем, судьбу и давал знать о себе. Периодически потом всевозможные провалы возникали. Да, прекрасно. В одну ночь возникает огромная трещина на земле сферической формы, круглой. Вот. И в нее обрушиваются дома. Такое было уже в письменных зафиксировано в 19 веке. То есть, дело в том, что водоемы засыпались, но они напоминали о себе. Вот. Мы прекрасно знаем, что сейчас в Казани существует проблема с подземными водами, да, и когда строилось метро, много об этом говорили. Вот. Это часть нашей городской экосистемы, и когда люди ходят по привычным ландшафтам, но могут заглянуть в прошлое, когда вот здесь вот было озеро, а здесь вот был овраг, здесь вот тек ручей, когда люди еще здесь толком-то и не жили, это очень интересно и казанцам, и гостям нашего города. Вот. В Казани много есть чего посмотреть. Я считаю, что туристическая индустрия должна здесь развиваться. И если она будет развиваться, если вот спрос будет действительно подогреваться, то и предложение мы сформируем надлежащее, инфраструктура, она будет потихоньку нарастать. Вот. В конце концов, все гостиничные мощности, которые у нас создали к всевозможным спортивным соревнованиям, их надо загружать как-то, в конце концов. Да? Вот. Спасибо, Марк. Сегодня у нас в гостях был казанский историк, краевед Марк Шишкин. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в социальных сетях и на нашем канале в YouTube.